Время служить. Осенний призыв стартует с 1 октября. Ряды вооруженных сил страны пополнят 200 новобранцев из Ингушетии. Ровно столько же, как и на весенний, который из-за пандемии пришлось отложить до 20 мая. Этот год очень серьезный и ответственный для работников военного комиссариата. Тем не менее, несмотря на все трудности и опасную инфекцию, весенняя призывная кампания завершилась успешно. Все новобранцы прошли тщательный отбор, отметил, подводя итоги, военный комиссар региона Тимур Мистоев. Медики несколько раз проводили тесты на ковид всем призывникам, поэтому вспышки вируса в войсках удалось избежать. Сейчас главное не сбавлять темп, ведь впереди осенний призыв. Мы как раз к этому готовимся. С 412-го госпиталя Владикавказа мы получили все необходимые средства защиты. Это и маски, и тесты. И у нас есть договоренность с полком радиационно-химической биологической защиты. Они будут каждый раз, в неделю раз приходить и полностью нашу территорию обеззараживать. Первая отправка новобранцев запланирована на 16 октября. Времени на раскачку нет. На ежегодном инструкторско-методическом занятии все военные комиссариаты муниципалитетов, представители Минобра, глава администрации, медики, задача выработать концепцию, чтобы призыв прошел организованно и слаженно, тем более на фоне коронавируса. Многие ребята, опять же, как и раньше, будут сниматься с команд, если будет температура у него, если будет подозрение. Некоторые действительно будут заболевать и не будут проходить на отправку. Поэтому у нас должен быть соответствующий резерв. Республиканский военный комиссариат заинтересован и прилагает все усилия, чтобы в вооруженных силах страны служили как можно больше наших ребят. Важный факт: в рамках закона без военного билета принять на работу сотрудника, особенно если это госслужба, нельзя. А в службе в армии, по словам военного комиссара региона, только плюсы, ведь построить в наше время карьеру с хорошим достатком можно без труда. Только в этом году республике предоставили более 100 мест для поступления в высшие и средние военные учебные заведения. Однако о перспективных возможностях знают не все, и это, по мнению Тимура Мистоева, упущение Минобра. Огромная ниша у нас не заполненная суворовскими и нахимовскими училищами. Это ребята, которые учатся сейчас в 4 классе. Прекрасный вуз сейчас построили в Осетии, да? Суворовское, Северокавказское училище. Почему бы нет? Я в очень хороших отношениях с начальником. Мы один вуз закончили с ним, поэтому он тоже приглашает: пожалуйста, поступайте. И эту тему тоже хотел бы, чтобы вы с родителями, с министерствами образования, в школах, на ОБЖ эту работу провести. Председателем призывной кампании в любом регионе, как, впрочем, является глава субъекта. То есть это говорит о значимости вопросов, которыми мы с вами занимаемся. Поэтому, конечно, я тоже присоединяюсь к словам благодарности, потому что в очень непростых условиях вы провели довольно-таки сложную весеннюю призывную кампанию. Не буду повторяться, полностью согласна, и все структуры власти с этим справились. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и оказание помощи военному комиссариату почетными грамотами наградили медиков и самих работников. Ведь совсем недавно комиссариат региона отметил свое 28-летие. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.